Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма бад. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – сукун. Сукун – это название знака, который переводится с арабского языка как покой, тишина. Этот знак используется в арабском языке для обозначения согласного звука в контексте. Знак сукун обозначается в арабском языке таким образом. Надбуквенный знак в виде такого знака в кораническом контексте. И называется сукун. Ас-сукун. Как я уже сказал, она переводится как покой, тишина. Давайте перейдем на примеры, некоторые коранические примеры, чтобы более подробно осознать и распознать этот знак в контексте. Некоторые примеры, например, из суры Аль-Фатиха. Например, «Ан'амта». Обратите внимание, вот этот знак. В этом слове «ан'амта» используется два раза. Следует обратить внимание на тот очень важный факт, что сукун в зависимости от звука, звучание будет отличаться. Каким образом? Так как у букв арабского алфавита имеются свои свойства, эти свойства тоже влияют на этот знак. Обратите внимание. «Ан-ам-та». Здесь два звука назализованные, то есть буква нун и мим. И с ним нужно, когда при произношении, нужно быть осторожным, чтобы они не переходили в взрывные звуки, звуки калькаля. Ана-амта. То есть нельзя скоростечно уходить от этого звука при произношении. Нужно медленно выговорить до конца и перейти на следующий звук. Ан-амта. Скажем так, удержание доли секунды, чтобы свойство назализации выявилось и проявилось. Ан-амта. Например, другое слово из коранического контекста – «каулун». 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 Теперь, например, «афваджа». Другой пример. «Афваджан». «Афваджан». Обратите внимание, вот он. Так как данная ситуация, буква «фа» – фрикативный звук, то есть при произношении струя воздуха должна продолжительно свое действие влиять на произношение. «Афваджа». Нельзя его скоростечно произнести быстро «афваджа», чтобы она не переходила в другой звук. И поэтому нужно очень внимательно обращать на эти свойства внимания. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.